Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах выпуска. В Нерюнгринском районе произошло землетрясение. В результате обрушилась порода на шахте Денисовская. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. Из-за гололеда на дорогах Нерюнгринского района осложнилась ситуация. Ленчане теперь могут пользоваться рейсовым автобусом по маршруту Ленск-Нюя. Бесплатно газифицировать участок могут жители сел Тасуряха, Рылах и города Мирного. Итоги регионального трека всероссийского конкурса «Большие вызовы» подвели в Якутии. Неподалеку от шахты Денисовская Нерюнгринского района в ночь на 29 марта произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщает управление МЧС по республике. В шахте отмечено обрушение породы, пострадавших нет, эвакуированы 72 человека. На месте идут восстановительные работы. По информации компании «Колмар», работы должны завершиться 31 марта. Техногенного характера нарушения в шахте Денисовском, в результате чего, безусловно, работы по данному ГОКу были временно прекращены. Сегодня идет расчистка, и на контроле у нас по комиссии чрезвычайной ситуации стоит вопрос по доставке угля Нерюнгринской ГРЭС и ресурсоснабжающим организациям со стороны Колмара для выполнения своих обязательств. После обследования горных выработок персонал приступил к восстановлению технологических процессов в шахте. По последним данным, шахта Денисовская работает в штатном режиме. Сложная ситуация на дорогах города и федеральной трассе Лена сложилась в Нерюнгринском районе. С учетом колебания температурного режима от плюсовой температуры до минусовой произошло обледенение отдельных участков трасс и возросла опасность дорожно-транспортных происшествий. Ирина Кичигина расскажет подробнее. Из-за резкого перепада температуры на участке 364-449 федеральной автодороги Лена водитель автобуса не справился с управлением и произошел занос транспортного средства. В результате этого было заблокировано движение на участке дороги от поселка Чульман до города. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. У нас участок 85 километров от 364 по 449. На данный момент у нас 5 КДМок, 5 грейдеров, чисто на федеральной трассе. Плюс 2 газели для рабочих. Вчера снегопад был, считайте, сутками отработали, чтобы машины не стояли. Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. На дорогах образуются накаты, а также налипание мокрого снега и появляются снежные заносы. В таких случаях водителям нужно помнить о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам предупреждать окружающих о каждом совершаемом маневре и исключить все резкие действия. Скорость и дистанция, выбранные без учета метеорологических условий и состояния проезжей части, приводят к увеличению дорожно-транспортных происшествий. Также напоминаем пешеходам, что неожиданный выход на проезжую часть крайне опасен, особенно в условиях гололеда. Кроме того, водителям нужно следить за своим самочувствием. В связи с изменением погоды возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья. Сложные погодные условия требуют от всех участников дорожного движения особого внимания и уважительного отношения друг к другу. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали занимается переработкой грузов, является погрузочно-разгрузочным комплексом более 25 лет в Якутии. Каждый день по графику выгружают товары народного потребления и строительные материалы. На предприятии работает более 50 большегрузов машин, в основном это КАМАЗы. Имеется 6 кранов, вилочные, фронтальные погрузчики, большой транспортный штат. Поступление груза на данный момент идет в большом количестве, зависит от заказчика. Как утверждают работники предприятия, в январе-феврале месяце наплыв небольшой, а вот в марте месяце перед закрытием ледовых переправ незаблаговременно отправляют грузы и начинается большое скопление вагонов. Поэтому дополнительно привлекают грузчиков, студентов и работников транспортного техникума. И перед закрытием зимней переправы, и также это
явление проявляется перед закрытием, получается, паромной переправы. Тоже все копят, а потом начинают валово все отправлять, и поэтому получается вот такая ситуация. Сейчас поезда приходят, может приходить в день по 4 поезда с нархозом, и поэтому груза очень много именно на закрытие вот зимних и осенних переправ. Грузчики все работают каждый день не нормированный, с утра и до вечера. Вот заявку мы делаем, например, по заявке клиента, сколько они хотят до последнего вагона. Пока последний вагон не выгрузится, работают каждый день без выходных. 625 вагонов переработали на станции Нижний Бестях, в том числе более 300 вагонов с основными продуктами питания. Это 20,5 тысяч тонн. Также перерабатываются 50 вагонов строительных материалов, 160 вагонов с металлоконструкцией. Поступают платформы с техникой. На площадке погрузочно-разгрузочного комплекса идет большой поток автотранспорта. Машины назначаются к определенному времени, чтобы не было срыва по выгрузке груза из вагонов. Но в связи с тем, что уже скоро планируется понижение грузоподъемности на ледовых переправах, конечно, акцент делаем на продукты питания. Продуктами первой необходимости это мука, крупа, сахар. Это комбикорм для наших хозяйств, которые содержат животных, которые нас впоследствии кормят. Это такие, как птицефабрика, Хатасский свинокомплекс. Поэтому здесь тоже большие доставки сейчас идут, чтобы животные ни в коем разе не голодали, чувствовали себя прекрасно. Долгожданный автобусный маршрут Ленск-Нюя сделал несколько первых рейсов. Более полугода жители одного из самых крупных населенных пунктов Ленского района ждали рейсовый автобус, пользуясь услугами частных перевозчиков. Автобус на линию вышел по распоряжению главы района. Это муниципальный маршрут с самой на сегодняшний день низкой оплатой билета. Оценила качество услуг Анна Кожевникова. Автобус по одному из самых протяженных маршрутов Ленск-Нюя наконец-то запущен. По пути он будет заезжать в Батамай и Мурью, а цена на билеты гораздо ниже, чем у коммерческих перевозчиков. Село Нюя – один из самых крупных населенных пунктов Ленского района. И его жители вот уже на протяжении более полугода ждали, когда же будет запущен рейсовый автобус, чтобы легко добираться до райцентра. Да, и расписание хорошее, комфортно ездить. И автобус новый, кстати. Оплата? И оплата устраивает. Поменьше, чем участников. Все отлично. По времени как ездить, может быть, долго? Все хорошо. Да. Вообще дорога какая? Отлично. Все. Дорога нормальная. Водитель тоже вообще хорошо, нормально. Автобус комфортный, сравнительно новый, в нем тепло и удобно. 23 сидячих места, общая вместимость 42 человека. Самая высокая наполняемость в пятницу и воскресенье. Кто-то на выходные отправляется в город, а кто-то наоборот на отдых в село после трудовых будней. Маршрут запущен муниципальным автотранспортным предприятием по распоряжению главы района. МБУ «Гранит» запустил автобус, возобновил, так сказать. Запустили автобус, ПАС, 22 посадочных места. Работает у нас 3 раза в неделю, среда, пятница, воскресенье. Цена билета 340 рублей. Это до конечной точки села Нюя. До Батамая 237 рублей, из Батамая до Мурьи 150, а Ленск-Мурья всего 85 рублей. Цены приятно удивили пассажиров. Подобные муниципальные автобусы курсируют между Ленском и другими населенными пунктами, такими как Бичинча, Чемча, Артанахара и Дорожный. Ведь развитая логистика – это одно из необходимых условий для жизни в сельской местности. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В талых и сточных водах каждую весну утопают жильцы квартала 55А в Залоге. Все дело в том, что их квартал находится в охранной зоне 2. Это особый охранный режим, куда подпали не только объекты культурного наследия, но обычные частные дома. Из-за ограничений в строительстве в этой зоне собственники не могут продать свои участки, из-за чего вынуждены жить практически в условиях 19 века. Ульяна Шагина подробнее. Смотрите, вот тут все сгнило, да? Татьяна Ивановна показывает свое подполье. Топит их каждую весну, а сырость под домом сохраняется весь год. Дома только идут под снос. Их надо сносить и что-то новое строить на этом месте или где-то подаль. Не знаю. Реальные проблемы начались после того, как напротив возвели 16-этажный жилой дом. Теперь каждую весну у жильцов одна забота – откачка воды.
Здесь у нас газовый котел, который тоже затапливает постоянно. И как только начинается весенний паводок, мы денно и ночно, можно сказать, откачиваем воду. Устав от этих дел, Татьяна Ивановна как-то даже решила арендовать квартиру в доме напротив, но узнав цены, передумала. Квартира 30 тысяч в месяц. У меня такой зарплаты нету. Не считая счетчиков. Не говоря уже о пенсии. Мы же пенсионеры все. По другому адресу объявление на заборе дома висит уже 8-й год. Люди бы рады продать дом вместе с участком, но из-за ограничений не только в строительстве, но и в перестройке они не могут этого сделать. Дело в том, что все дома 55-го квартала сегодня находятся в охранной зоне. Район по плану должен превратиться в старый город под номером 2. Жильцы боятся, что, построив на участке новый дом, их попросят его снести. А потенциальные покупатели, узнав это, не рискуют покупать участок. Если кто-то и захотел бы здесь построиться, то нужно построить, дом. Что-то, может кто-то построит жилой дом, может кто-то под бизнес это возьмет, но это нужно будет делать все в соответствии с проектом. Поскольку проект утверждала московская фирма «Рождественка», вот проект этот нужно будет у них купить. Дом другой Татьяны, уже Константиновны, находится чуть дальше, за углом. Ее также топит каждую весну. Вот кадры прошлогоднего года и те же проблемы. Из-за постоянной сырости полы в доме давно превратились в труху, так что ходят по нему с большой осторожностью. Вот здесь у меня стоит коробка, чтобы мне не наступить на крышку от подполья, иначе я туда провалюсь. Несмотря на газовое отопление, да и самый центр города, в домах до сих пор выносная система, умывальники, нет септика. Из-за постоянной сырости плесень, окна почти ушли в землю. Но мне вот единственная душенька, чтобы отвлечься от всех этих проблем, которые бывают, вот занимаюсь немножко вот такими вот делами. Вышивкой, алмазной мозаикой, вязанием. Татьяна Константиновна шутит. Ее творение – единственная красота в ее доме. Но на самом деле ей не до смеха. Куда только не обращались жильцы квартала. Но в ответ приходят одни отписки. До наступления теплых дней остались считанные дни. А значит, у жильцов опять начнется настоящая проверка на прочность. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Более 2000 земельных участков передадут многодетным семьям в Якутске. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Участки расположены на Намцирском и Вилюйском трактах. Город получил от Росимущества 2 больших участка общей площадью порядка 3 миллионов квадратных метров. Как сообщил глава столицы, в течение этого года проводятся работы по проекту межевания и проекту планировки территорий. На участках должны сделать подъездные пути, подвести инфраструктуру, электроснабжение и газоснабжение. Участки начнут распределять многодетным семьям в конце этого года или в начале следующего. Их должны получить более 7 тысяч горожан. Кроме этого, Евгений Григорьев подчеркнул, что идет плановая работа с Росимуществом о передаче земель по Маганскому тракту. Первая семья Мирнинского района получила газ в дом по программе социальной газификации. Голубое топливо бесплатно проводят к жилым домам с прошлого года по поручению президента России. Кто в Алмазном крае может вступить в программу и что для этого нужно сделать, смотрите в сюжете Анны Винокуровой. Ярослав Иванов с семьей заехали в новый дом несколько месяцев назад. Семья из Тасюряха начала строительство в 2015-м. Заявку в программу социальной газификации отправили в октябре и в декабре заехали в дом с голубым топливом. Очень хорошо, что так помогают, что существуют такие программы. Бесплатно газифицировать свой дом, как Ярослав, могут те, кто живет в населенном пункте с газопроводом. Чтобы попасть в программу социальной газификации, нужно предоставить документы на собственность, паспорт, ИНН, СНИЛС, ситуационный план земельного участка. Еще один важный момент – газ должен использоваться только для собственных нужд. Заявителям важно понимать, что газопровод строится бесплатно только до границ земельного участка. Внутри границ земельного участка и внутри дома газопровод строится за счет средств заявителя. Подписав договор, они берут на себя обязательство в срок исполнить монтажные работы внутри дома и внутри земельного участка.
Эксперты оценивают подключение голубого топлива в пределах участков 200-300 тысяч рублей. В случае, если собственники в срок не проводят газ в дом, газораспределительная организация вправе потребовать затраты на строительство газопровода. Подать заявку на социальную газификацию можно несколькими способами. На сайте регионального оператора газификации Сахатранснефтегаза, единого оператора газификации Газпром газификации, на портале «Мои документы» и госуслуги, а также в офисе Айхал-Трансгаза. В 2022 году газ проведут к 57 домам Мирнинского района. Помимо Тас-Уряха в программу социальной газификации в Мирнинском районе вошли Арылах и Мирный. Если все документы в порядке, то с момента подписания заявки газораспределительная организация, а в Мирнинском районе это Айхал-Трансгаз, в установленные сроки должна провести газ к границам земельного участка. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Студенты Северо-Восточного федерального университета включаются в масштабный проект «Национальная социальная инициатива». Он разработан с участием Агентства стратегических инициатив и продвижения новых проектов, а также госкорпорации «Росатом» и находится на стадии непосредственной реализации во всех регионах России, в том числе и у нас в Якутии. Это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной службе в сфере, направленной на удовлетворение потребностей в разных жизненных ситуациях. На территории нашего региона выделили 14 жизненных ситуаций по направлениям образования, здравоохранения, социальная защита и трудоустройства. И задан вектор направления работы, который основан на сервисном и производственном подходе. Сегодня для студентов СВФУ, медиков, психологов, педагогов и других специальностей провели стратегическую сессию. В приветственном слове вице-премьер Ольга Балабкина отметила основную цель проекта «Национальная социальная инициатива». Мы прекрасно осознаем и понимаем, руководство республики сегодня, о том, что то молодое поколение, которое вы сегодня представляете, вы живете и выросли и родились в других условиях, чем тем, в которых мы жили. Поэтому без своего рода советов с вами, без включения вас в процессы, по которым и по правилам, по которым вам жить в будущем, мы, конечно же, без вас не справимся. Затем для студентов провели короткий мастер-класс и воркшоп. Акцент был сделан на практике. Студентам разъяснили, что такое бережливое производство, как его применять для улучшения опыта людей в различных сферах и ситуациях, а также дали инструменты, которые позволят ребятам выйти на новые целевые сценарии. На протяжении всего апреля у нас задача исследовать все проблемы, визуализировать все те процессы, которые есть, и, как я сказала, спроектировать новый сценарий. Сегодня с нами работают и представители медицинских направлений, представители психологии, педагоги, социологи. И наша задача совместно как раз-таки спроектировать тот новый опыт, который позволит действительно повысить качество жизни якутян в рамках этого проекта. По 100 тысяч рублей получили учители и воспитатели из Ленского района, а классный руководитель – 75. Все они победители в конкурсе «Педагог года» и теперь поедут в Якутск на республиканский конкурс. На районном этапе учителя показывали презентации, рассказывали о наработках. Например, один из педагогов уверен, детям с ограниченными возможностями здоровья нужно учиться в традиционном классе, чтобы адаптироваться к школьной программе и общаться со сверстниками. А Наталья Коновалова победила в номинации «Учитель года» с экологическим направлением. В конкурсе я сразу выстроила единую линию. Это экологическое воспитание. Это был и урок по технологии, и семинар, посвященный экологическому воспитанию детей. Собственно говоря, педагогический совет мой заключался в воспитании экологии души. 53 учащихся школ республики с 7 по 11 классы приняли участие в республиканском этапе регионального трека всероссийского конкурса «Большие вызовы». Защита проектов прошла по 10 направлениям. Участники представили экспертной комиссии свои инновационные разработки и исследования. Продолжит Саргалана Неустроева. За 5 лет реализации проекта «Большие вызовы» на территории республики конкурс показал, это не просто возможность для учащихся обменяться опытом с настоящим научным сообществом, но и успешно поступить и трудоустроиться в дальнейшем. При этом исследования, проводимые школьниками, действительно могут со временем быть применены на практике.
в прошлый раз принимала участие очень большая группа таких инженерных талантливых детей. Они, значит, сами разработали и приняли участие в разработке, значит, спутника искусственного малого космического аппарата, который выведен на орбиту Земли и сейчас дает там сигналы. Основная задача – это дать возможность практической реализации планов детей, проектов детей. Потому что дети очень много придумывают, но для того, чтобы это реализовать, нужны, во-первых, знания и нужна база, на которой это реализовать. Поэтому здесь есть партнеры. По итогам конкурса были выявлены 5 победителей. Несмотря на юный возраст, многие из них в большом вызове участвуют уже не в первый раз. Так, за плечами у Екатерины Мерекяновой уже большой опыт научных исследований. Перед защитой проекта, как признается Екатерина, она совсем не волновалась и была настроена исключительно на победу. Я начала проектом заниматься еще летом 2020 года. В программе «Сириус Лето» я разрабатывала бизнес-план. Также я участвую и в бизнес-проектах. По данному проекту я победила на конкурсе «Высший пилотаж» в республиканском треке. И сейчас готовлюсь к всероссийскому. Большое внимание эксперты уделили и тем, чьи разработки могут применяться на благо республики. Так, партнер конкурса «Целевой фонд будущих поколений» вручил специальный приз 7 участникам. Это сертификат на участие в акселерационной программе «Soft Skills» парка будущих поколений. Акселерационная программа она связана с проектом значит, «Мы – будущее России», так? Где мы видим, что вернее, не то, что видим, мы закладываем, да, то, что патриотическое воспитание, оно не состоит просто в каких-то лозунгах и так далее, да, а состоит в том, что дать возможность ребятам что-то сделать такое нужное, полезное для своей малой родины. Региональные этапы конкурса помимо республики завершились и в более чем 70 субъектах страны. Сам этап проводится при поддержке образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. Там же якутские победители и 17 финалистов продолжат свои научные проекты. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Актемцы. В Алдане продолжается районный этап конкурса «Сердце отдаю детям». Впереди у педагогов самое сложное профессиональное испытание. За честь представить Алдан на республиканском этапе борются 29 специалистов из 19 образовательных организаций. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Теме Родины внеурочное занятие посвятила учитель русского языка и литературы Нижнекуранакской гимназии Валентина Андреева. Для педагога открытый урок стал почти экзаменом. Ее методику работы с детьми оценивал состав жюри районного этапа конкурса «Сердце отдаю детям». К пятиклассникам, ученикам алданских школ, учитель пришла впервые. Впрочем, контакт с детьми удалось наладить сразу. Я думаю, что у нас получилось найти общий язык. Дети все очень добродушные и доброжелательные. Мне очень они понравились, и я думаю, что как-то они у меня останутся в моей памяти. Районный этап конкурса педагогов включил несколько заданий. Помимо представления мастерства и профессионализма в видеопрезентациях и открытых занятий в классах, участники подготовили собственные проекты. Научно-методические разработки педагогам предстояло защитить. В состав жюри вошли директора алданских школ и специалисты департамента образования. Наши педагоги идут в ногу со временем, владеют различными методическими технологиями, в том числе и цифровыми образовательными технологиями, что позволяет применять не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях, потому что в основном конкурс «Сердце отдаю детям» – это внеклассная работа, воспитательная работа и дополнительное образование детей. В районном этапе конкурса приняли участие педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Каким должен быть современный педагог? Этому вопросу проект посвятила старший воспитатель детского сада «Чебурашка» поселка Ленинский Екатерина Плотская. А ответ Екатерина Александровна искала в диалоге вместе с членами жюри. Чего не хватает вам, чтобы вы могли сказать, что я педагог 21 века? Например, если я плохо владею ИКТ, как мне в этом помочь? Я могу же пройти какие-то курсы ранее. Самообразование. Самообразование. Хорошо.
По словам педагогов, конкурс, ставший первым масштабным мероприятием за последние 2 года, дал каждому участнику возможность встряхнуться и задействовать все резервы. Хотя волнение, конечно, присутствовало. Сначала казалось, что не очень, а вот когда уже увидела гостей мероприятия, увидела самих детей, то что вот сейчас нужно отработать на все 100%, чтобы найти общий язык, и, конечно же, волнение появляется. Впереди у конкурсантов финальное испытание. В профессиональном квесте педагоги активизируют как знания, так и находчивость, скорость реакции и умение импровизировать. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Март – это месяц, когда во многих регионах распускаются деревья и цветы, но в Якутии это самое подходящее время для катания на лыжах. Одно из любимых мест для активного отдыха нерингринцев – клуб «Высотник». В выходные там всегда многолюдно. Спортсмены оттачивают свое мастерство, молодежь катается на сноубордах, а для самых маленьких – ватрушки и санки. В минувшие выходные на склоне горы Брусничка собрались любители и профессионалы горнолыжного спорта, болельщики и участники. Причем заявки для соревнований принимались от всех желающих. Сегодня мы проводим первенство Нерингринского района по горнолыжному спорту. 2 вида – гигантский слалом и специальный слалом. Принимают участие все желающие. Возраст неограниченный, ни сверху, ни снизу. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.